В Министерстве иностранных дел состоялась очередная видеоконференция министра Руслана Казакбаева с активистами кыргызских диаспор и соотечественниками, проживающими в Сибирском и Уральском федеральных округах России. Во встрече также приняли участие руководители и сотрудники Департамента консульской службы, Департамента внешней миграции, Первого политического департамента, Центрального аппарата МИДа, Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге и Новосибирске. Основной целью онлайн-встречи стало обсуждение актуальных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане. В своей речи Казакбаев выразил огромную благодарность участникам онлайн-конференции за их активную позицию и решительную поддержку во время выборов и референдума и отметил, что одна из важнейших задач руководства страны на сегодняшний день направлена на защиту прав и интересов граждан, проживающих за рубежом, и работу по возвращению соотечественников на родину. Глава МИД подчеркнул, что кыргызские диаспоры за рубежом, являясь мостом межэтнического и межгосударственного взаимодействия нашей республики с другими странами, играют большую роль в укреплении единства и дружбы, достойно представляя историю, традиции, язык и культуру кыргызского народа. В ходе видеоконференции соотечественники озвучили вопросы относительно репатриации в Кыргызстан тел граждан, умерших за рубежом. Было отмечено, что с 18 по 31 августа на покрытие расходов по репатриации тел граждан, умерших за рубежом, единовременные выплаты произведены по 138 материалам на общую сумму более 10 миллионов сомов. Кроме того, было отмечено, что проект постановления национальной инициативы Мигенкарт, позволяющий соотечественникам с иностранным гражданством иметь равные права с гражданами Кыргызстана, кроме избирательного права, был внесен на рассмотрение в администрацию президента. Соотечественники выразили готовность как привлекать инвестиции, так и самим инвестировать в проекты в Кыргызстане и содействовать развитию экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Кроме того, они обратились с просьбой к министру расширить географию консульств Кыргызстана в России, увеличить численный штат консулов и юристов. В свою очередь, министр обозначил, что в целях развития экономического потенциала Кыргызстана было создано Министерство инвестиций, а в Министерстве иностранных дел начал работу 6-й политический департамент, задачами которого является продвижение экономической дипломатии.